Ребята, мы с вами сегодня проведем классный час, посвященный 15 февраля. В этот день исполнится 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Их уносили черные тюльпаны, не в небо, к Богу 19 лет. За землю предков дрались там душманы, а мы за что? Никто не даст ответ. И вот вернулись к нам мальчишки, посидели. У сердца боевые ордена и шрамы, как отметины на теле. И в душах не закончится война. И в снах опять восстанет из могилы тот на твоих глазах погибший друг. И не найдется в целом мире сил, чтобы разорвать порочный этот круг. С вами просмотрим видеосюжет о том, как все-таки с чем было связано присутствие советских войск на территории этого государства. Кто принял решение по поводу этого вопроса? Агентство Рейтер со ссылкой на передачу радио Кабула сообщило, что в Афганистане совершен военный переворот и власть в стране перешла в руки военного революционного совета. Это сообщение было растиражировано в советских газетах 28 апреля 1978 года, на следующий день после революционных событий в далеком Афганистане. И надо сказать, это было довольно сдержанное сообщение. В соседней стране пришла к власти НДПА, Народно-демократическая партия, чей флаг был красным, а лидеры настроены просоветски. Брежнев вскоре официально признал апрельскую революцию афганцев подлинно народной революцией. И все равно в Москве не понимали, как относиться к этим событиям. Дело в том, что афганские коммунисты Совета у Москвы не спрашивали, и свергли они президента Дауда, с которым у СССР до того были вполне нормальные отношения. Позже генерал Валентин Вареников говорил: с Даудом у нас были отличные отношения, военно-технические отношения с Афганистаном при нем стали еще лучше. А тут афганские марксисты окружили дворец президента танками, а потом убили его. Кто они? Кто эти коммунистические лидеры из экзотического Афганистана? В Москве понимали это плохо. Известно было, что их трое. 3 главы НДПА – Нур Мухаммед Тараки, Хафизулла Амин и Бабрак Кармаль. Вскоре в Кабул поехали советские эксперты знакомиться. Один из главных тогда сотрудников КГБ, Владимир Крючков, вспоминал, как один из афганских коммунистов Тараки хвастался. То, что сделано в Советском Союзе за 60 лет советской власти, в Афганистане будет осуществлено за 5 лет. В Москве к этому отнеслись, конечно, скептически, но попробовали оказать поддержку идеологически близкому режиму. В ближайшие месяцы Афганистан стал первой страной по размеру помощи от Советского Союза. Туда потекли разного рода товары, советские эксперты, прежде всего военные. В 1979 году число военных советников достигло 2000. Но тогда же Москву постигли первые настоящие разочарования. Афганские товарищи до того рьяно принялись строить социализм, что вскоре против них поднялось полстраны. Впервые в Политбюро заговорили о том, а не ввести ли туда советскую армию, но до поры решили терпеливо наблюдать. Наконец пришло новое разочарование. Афганские товарищи учинили между собой драку за власть. Кармаль был отправлен почти в ссылку за границу. Тараки схватился с Амином. И тут генсек Брежнев решил вмешаться. Когда Тараки был у него в гостях, он пообещал ему власть. Мол, поезжайте, товарищи, себе в Кабул, а с Амином мы разберемся. Однако, когда Тараки прибыл в Кабул, там его встретил Амин и убил его. Брежнев пришел в неописуемую ярость. Что этот Амин себе позволяет? Что за резню он устроил? В декабре 1979 года генсек созвал ряд совещаний, которые должны были решить будущее Афганистана. Нужно ли туда вводить войска? Нужно ли кончать с властью взорвавшегося Амина? Политбюро почти в полном составе высказался за ввод войск в Афганистан. Маршал Устинов, глава КГБ Андропов, Громыко, многолетний глава МИД. Мол, нам нельзя потерять этой страны, мол, американцы могут воспользоваться беспорядками в Кабуле. Когда присутствовавший на совещании маршал Агарков призвал одуматься, подумать о последствиях, Андропов его резко одернул. У нас есть кому заниматься политикой. Вам надо думать о военной стороне дела, то есть как лучше выполнить поставленную вам задачу. Вопрос был фактически решен. Опасного Амина устранять, в страну вводить свои войска. Ситуацию в Афганистане полностью брать в свои руки. Так, 12 декабря 1979 года было принято одно из важнейших решений в истории Советского Союза. Оно обеспечило СССР войной на 10 лет вперед. 15 тысяч боевых потерь, разоренная соседняя страна. Советская армия эту войну не проиграла, но и выиграть никак не могла. Нашу встречу сегодня мы назвали «Живая память».
Именно живая память, потому что еще живы те, кто воевал в Афганистане, в Чечне и в других горячих точках. Живая, потому что память об погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта будет жива, пока мы об этом помним. Афганистан – государство на юго-западе Азии. По территории Афганистана тянется второй в мире по высоте горных хребет, засушливый Гиндукуш. Он идет через центральный Афганистан. Государственный язык – афганский и персидский. Основные религии – ислам 99%, индуизм и иудаизм. Афганские события начались 25 декабря 1979 года, когда в Кабуле высадился первый эшелон 103-й воздушно-десантной дивизии, а завершились 15 февраля 1989 года. На афганской земле советские военнослужащие продемонстрировали свое боевое мастерство, организованность и высокие морально-боевые качества, ставшие прочной основой их успешных боевых действий. Вчерашним школьникам пришлось 18-19 лет учиться убивать, учиться защищаться и выживать в немыслимых условиях. Пески, бури, безводье, жара днем и холод ночью, особенно в горах, перебои с питанием, змеи, скорпионы, болезни. Поначалу наши военные оказались без настоящего жилья, без кроватей, без спальных мешков. А драться надо было с обеспеченными всем необходимым 35-45-летними мужчинами, профессия которых воевать. Тем, кто первым вошел в Афганистан, было очень тяжело. Начались болезни. Из-за плохой воды почти все переболели. Спать приходилось зачастую на земле. Это только к концу войны появились спальные мешки, и то их на всех не хватало. И нередко можно было увидеть отогревающихся ночью у костра солдат, вместо того, чтобы спать перед очередным боем. Воевавшие дети не воевавших отцов. Так часто говорят об афганцах. Те, кто пересек афганскую границу в теперь уже далеком 1979 году, еще не знали, к чему готовиться и что их ожидает. Они уходили в неизвестность. Какой эта неизвестность предстала им, теперь мы более или менее представляем. Сначала все считали дни, затем недели. Но дни и недели постепенно складывались в годы. Афганская война длилась в 2 раза дольше, чем Великая Отечественная. Никем, никому не объявленная. Вспоминать о службе тяжело и трудно. Сжимается сердце и становится больно. Многих женщин война оставила без сыновей, многих сестер она оставила без братьев. Много домов она разрушила. Водоворот времени подхватил солдат и бросил их, неподготовленных к смерти и не знавших жизни. Война – это страшное слово. Когда произносишь его вслух, то сразу вспоминаешь ужас, разрушение и гибель всего живого. Особенно страшно воевать в чужой стране, воевать за чужой народ, не понимая, на чьей стороне правда. Об этом забыть нам просто нельзя. На наших руках умирали друзья. На наших глазах проходила война. Но что же теперь пророчит для нас? Афганский синдром вам покоя не даст. Он будет повсюду преследовать вас. Афганский синдром от афганской войны. С тобой, братишка, мы с той стороны, где снились нам сны родной тишины. И громкие фразы совсем не нужны. Гораздо важнее нам было с тобой остаться живыми, вернуться домой. Но приняли нас здесь заделать ворон. Каждый первый из тех, кто там был, не забудет о том никогда. И если ему не хватало сил, возвращался в мыслях туда. Каждый второй оборвет разговор, пресекая его на корню.
Если вдруг кто-то затеял спор, кто ответит за эту войну, у каждого третьего нет больше сил, чтобы что-то еще доказать. Но каждый четвертый еще не остыл и готов продолжать воевать. У каждого пятого нет ничего, ни семьи, ни кола, ни двора. А каждый шестой отошел от всего, выбрал Библию или Коран. Краткой меж боями передышки достает помятую тетрадь. Опаленный порохом мальчишка сердцем хочет песню написать. Написать об огненных атаках, о заветной, радостной мечте, о друзьях, товарищах, солдатах и о с боем взятой высоте. Свистело пуля, он не слышал, и пробито сердце направил. Песня до конца его не вышла, строчки ни одной не достает. 27 декабря 1979 года мы перешли границу Афганистана. Их рота готовилась к новогодним праздникам, когда в ночь с 26 на 27 декабря они были подняты в неизвестность. Когда стали угружать вещи, поняли, что находятся в другой стране. Зачем? Почему? Что происходит? У всех на лицах были немые вопросы. Условия были суровые. Спать приходилось на голой земле, окутавшей в шинель. Тогда мне объяснили, что надо было начинать строить хотя бы какое-то жилье. Однажды их роту в Шеле зажала банда. Заканчивали сухари, боеприпасов оставалось совсем мало. Все ребята написали прощальные письма домой. Мысленно расстались друг с другом, избегая смотреть в глаза. Все они понимали, что жить им осталось совсем мало. Смотрим на небо, очень не хочется умирать. Обидно, что умирать придется за чужой народ, чужую страну. Все казалось каким-то нелепым. За что? Этот вопрос вертелся в голове у всех, только вслух его никто не произносил. Только маленький блокнот, верный спутник, аккуратно запоминал каждое мгновение. Столько отчаяния и боли в глазах ребят я больше никогда не видел. И вдруг все резко подняли головы, стали прислушиваться. Слезы, только не знаю, как их назвать, потекли у всех из глаз. На помощь пришли вертолетчики. Нас не забыли. Трудно передать словами это чувство. 14 апреля 1988 года министры иностранных дел Афганистана, Пакистана, Советского Союза и США подписали в Женеве 5 документов по политическому урегулированию положений вокруг Афганистана. Согласно Женевским соглашениям, вступившим в силу через месяц, советские войска должны были покинуть территорию Афганистана через 9 месяцев. Крупномасштабный вывод войск был проведен в 3 этапа. Первый – октябрь 1986 года. Второй – 15 мая 1988 года. И третий – 15 февраля 1989 года. 15 февраля 1989 года. Эта дата вошла в историю как день вывода советских войск из Афганистана. Много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти 9 лет и 51 день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далеком Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие качества – мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности и подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу. Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках, находившихся на территории Афганистана, прошли военную службу 620 военнослужащих. Из них в соединениях и частях советской армии 525 тысяч человек. В пограничных и других подразделениях КГБ СССР 90 тысяч человек. В отдельных формированиях внутренних войск и милиции МВД СССР 5000 человек. Кроме того,
На должностях гражданского персонала в советских войсках за этот период находилось 21 тысяча человек. Гражданская война. Она ушла в историю и за неполных 10 лет унесла многие тысячи жизней воинов-интернационалистов. Эта война своим черным крылом коснулась многих семей, принеся с собой цинковые гробы, безногих, безруких, слепых, тяжело больных молодых людей. Война в Афганистане – это горе. Прежде всего тех, кто непосредственно в ней участвовал. Для остальных она далекая, чужая, непонятная, хотя и ближе по времени война. Афганистан – это боль и скорбь. Это война, в которой наши ребята были просто солдатами. Черный, зловещим крылом ударила в окна матерей похоронка. Сколько выплакано слез, сколько горя обрушилось на женщину в один миг. Но ни одна мать не сможет смириться со смертью сына. Она все же ждет и надеется. А вдруг произойдет чудо, и на пороге появится сын, ее кровинушка. Ждут своих любимых несостоявшиеся невесты. Летели на родину в союз черные тюльпаны с цинковыми гробами. Солдаты возвращались, но уже мертвыми, выполнив свой воинский долг до конца. Война не щадила ни сильных, ни слабых. И если говорят, что кто-то погиб случайно, то это не так. На войне не бывает случайностей. Презентация, значит, где 5 человек из нашего района непосредственно погибли на территории этой страны. Из нашего района ушло очень много ребят. К сожалению, некоторые после того, как демобилизовались, после своих ранений, прожили недолго. И уже у себя дома, значит, из-за болезней, из-за ранений умерли. Османов Раидин Абдулмеджидович родился 12 ноября 1960 года в совхозе имени Гириханова номер 1 Сулейман-Стальского района. Вооруженные силы СССР был призван 25 июня 1975 года. Рядовой стрелок-гранатометчик в Афганистане служил недолго. Погиб 9 января 1980 года. Награжден медалью за отвагу посмертно. Всего 14 дней прожил он там. Погиб в одном из жестоких боев. Погиб, совершив настоящий подвиг, спасая в бою своего командира Анатолия Кротова. Задача перед батальоном была поставлена жестокая. К утру 26 декабря 1979 выйти к туннелю Сатан и охранять его, весь перевал. Капитан Хабаров не дал отдохнуть батальону даже ночью. Он получил сообщение, что туда с этой целью идут крупные силы мятежников. Надо было их опередить. К 8 утра разведвзвод Анатолия Кротова достигнул туннеля и в эфире полетел условный сигнал. А следом сообщение открытым текстом. Вижу обходящие группы душманов. Принимаю бой. Бой оказался трагическим. Курбанов Магомедович родился 3 ноября 1961 года в совхозе имени Гириханова Сулейман-Стальского района. Вооруженные силы СССР призван в октябре 1980 года. Ленин 5 мая 1982 года наши войсковые подразделения проводили боевую операцию в районе ущелья Канши. Взвод, в составе которого возводился снайпер Курбанов, попал в засаду. Возникла опасность, что весь личный состав будет уничтожен. Рядовой Курбанов прикрыл отступление. Из снайперской винтовки он вел меткий огонь по пулеметчикам. Пулемет, сосредоточив огонь по отдельным огневым точкам, поразил мятежников. Его раздавило, что он обеспечил выход взвода из-под обстрела. Курбанов спас жизнь 10 однополчан, но сам он не уцелел. В ход благодаря мужеству и самоотверженности Курбанова вышел из окружения и занял выгодную позицию. Бойцы снова вступили в бой. Селимов Гаджиф Телахович родился 8 декабря 1962 года в селении Юхаристал Сулейман-Стальского района.
Вооруженные силы СССР призван 14 ноября 1983 года. Рядовой разведчик воинской части. Служил с 20 сентября 1984 года. Погиб 5 сентября 1985 года. Награжден орденом Красной Звезды посмертно. Гаджи был примером исполнения своего служебного долга. Он постоянно принимал участие в боевых выходах и в трудных ситуациях всегда был на высоте. Служил примером. Это было ночью. Начался интенсивный обстрел расположенной части. Одна из мин попала в палатку взвода Гаджи. В Афганистане он был разведчиком отдельного отряда воинской части. За время службы участвовал в 6 сопровожденных колонн, 12 реализациях разведанных, 27 засадах, которые проявлял мужество и отвагу. Саидов Абдул Гульмагомедович родился 18 июня 1961 года в село Алимишер Селимастальского района. В Вооруженные силы СССР был призван 2 мая 1980 года. Младший сержант, командир отделения. В Афганистане служил 22 июня 1980 года. Погиб 5 февраля 1981 года. Награжден орденом Красной Звезды посмертно. Тяжелый бой произошел 5 февраля в районе кишлака Хаджи Саид. Младший сержант Саидов умело руководил действиями отделения на бронетранспортере. Лично уничтожил 4 басмачей. Под огнем противника вынес раненого товарища в безопасное место. Вернулся к машине и продолжал вести огонь по противнику. Так, еще кого? Афганистан болит в душе ребят, вернувшихся с далекого похода. Друзья на них погибшие глядят из 80 памятного года. Болит в сердцах тысяч матерей, упавшая слеза на камне стынет. На необъятной родине моей ждут сыновей, погибших на чужбине. И ждать их не устанут никогда, неведомые вглядываясь вдали, дома, поселки, села, города, которые на службу провожали. Афганистан в истории страны тяжелая, кровавая страница. Солдатам, возвратившимся с войны, и матерям погибших будет сниться. Война воплощает в себе все самое страшное, жестокое, все самое противоречащее человеческой сути. Человек рожден, чтобы жить, любить и радоваться. И поэтому мы вправе задать эти вопросы. Зачем и кому нужны войны? По какому закону один человек вправе убивать другого? Как заплатить за боль, страдания, поломанные судьбы, причины которых становятся войны? К сожалению, главный вопрос, быть или не быть в войне, решает не тот, кто несет на себе реальный груз. И поэтому не стихают до сих пор войны на этой земле. И опять плачут свечи, из воска льется слеза, опускаются плечи, и устала душа. Я молюсь днем и ночью неумелой рукой, чтобы Бог дал вам силы всем вернуться домой. Может, это молитва, что родилась в душе, белой птицей взметнется к облакам в синеве, и услышит Господь наш те простые слова, и вернутся родные с той войны навсегда. Ты не забудешь проклятый Афган, забытый Богом край войны и боли. Как гибли сотоварищи от ран, и как трава просила алой крови. Как по тревоге поднимали батальон, а на заре от штаба лишь обломки. Когда в ушах не умолкает стон, когда в душе от веры лишь осколки. И просто дрогнет, и загнется в муке рот, когда случайно в разговоре бой затронул. Ты помнишь посекундно переплет, в который ты попал, как в темный омут? Ты не забудешь, как пришел с войны, а дома ждали дети и супруга. И никогда не позабудешь ты в Афгане похороненного друга. Ты все прошел, и страх, и боль, и ад,
ни на минуту не подумав обернуться. Навеки в сердце шрама тот афган, навеки в сердце, кто не смог вернуться. 15 февраля 1989 года. Эта дата вошла в историю как день вывода советских войск из Афганистана. По-разному оцениваются события тех лет. По-разному смотрят на афганскую войну те, кто отдавал приказы, и те, кто их исполнял. Но для тех и других действия, которые проходили на территории Афганистана, укладываются в одно емкое и страшное слово – война. Война, которая никогда не должна повториться, уроки которой должны быть усвоены на всю оставшуюся жизнь. Мы не должны забывать о афганской трагедии и просто обязаны помнить тех, кто честно исполнял свой долг, рисковал жизнью ради мира на земле. Ребята, сегодня к нам на встречу пришел участник этих событий. Это Ильясов Тарикулин Мавлудович. Предоставим ему слово. За советского входа солдат, всякие же солдат, за служить того, кто за 79 годы майдис призвать на Ташкенте, спина туркестанский военный округ здесь, она хана Бухара дизу. Служить за Бухарда летные войска, авиация служить за служить на Ага Иисус Зулуха, что там приказ гражданский формулос и дал Афганистане. Там по желанию низкого записи. Шина безобречен заявление. Гражданский формулос, табрички выборы у нас хон. Эвар залатна ахпачу вири караганчи полк. Сопровождение колонна, автоколонна, гос, фен термез здесь. Она до пакистанской границы, фен, обзорные 40 километров, Кандагар, аэропорт, американцы и Тигнма. И Лугуза, вот она, Лугуза вопроса бурдюсь тоже, изъято на Америку, завоевательского сзади России, завоевать так, когда а чичка я говорю, изъято демократию создавать на, она демократии зате, просто сагарда политика до Лугуза Гафар и за их тимтар. Что солдатария, что содраны, что воловать сейчас, армии здесь видалани, что зачем, мирить служить зате. Изъято ваджи, садбрзиков армии, чуручкачи, тоже армии, жумова топотол хузабричкой. Хамиша канерик туна, но ми вот он хунтурта, пока ми чухос, пока масса да тарка чудок. Воевать далан хакти. Свита вахтуда гильпчезла, ам и соди хава страх. Первый это кидал. Джихиларкан, что зори служить на ярабка хабарова, я чизабте, степи партии. Почему-то кчеволовичи сопровождать нельзя колония для колурза машина двери перевала. 95% вери горной местности. Вери перевала. Ючка и пис голзач машина. Специальный опозар за чкерва. Юкоз его шош колонна пизатель. Недели рок пиза азор километр. Его шош сопровождение колос. Агана перевала гзов техника и советский техника. Я из Великой Ахпар нападатель договора о Козачи, Рогай Капатир, Абр Куза, техника Рицова. Это хали только башла миштуатир чувствует. Фен поет теперь сопровождательная колония. Амади аэропортуна и вертолета, самолета Рахти Бровоз обслуживают. Абр Сквоз, Амиз. Ну, охрана изва. Обслуживание ввели плохо самолеты, вертолеты обрезали. Воевать нас диаведенский тоже. Я и глаза когда до диавеновачи. Хабарни хавахтуда Америка здесь создавать на изъят создаваться вахабизм есть. Хавахтуда хабар создавать на Америка гузатер ярабный.
Хабрыз вертолет яда яра повачи. Целый путь сала ахпа Америка ган вертолета самолет яда яра. Ахпа яда пошла мишнова. Хабрин хавах куданизатель виридас глаза завоевать. Афганистан вичи ахзур сам кале хамиш давить бумачка. Ама вичи ряхаватил и Азия, Индия, Пакистан, хабри физа и рях аз хам и Россия дизм казати, Россия да Китай диз. Има аба шелковый путь дорогой. Индия да Пакистан, Азия, Узбекистан и Туркмения, Казахстан и Китай. И ряд хамиш дявевачкати. И санар шугил дяведи феллана холди и мирный оно и создавать он. Нападаться от хабр на вар. Чина воевать на лано, ак воевать сачи. Чу война дяведис хабр нападать он физатер. Така чина дяведи базачат. Чу мирный адол ферматер дяведи идет. Холдис и цигзва колер строитель рова шехера гзов сятер сиди цигва колер вагана. Изятани Афганистана передача рова ха вахтунда воевать на бригахбар была все равно за российский солдат рвал сон. На изят представитель изят американские войска лучше забри. Самолах не забри. Просто хабри только колто за хол. Даве или я авуну даве, сятан минан не зашли даве, создаватель чпи абр. А кавля, все равно дигилерис сятчиз армии спит козач. Армии диз наоборот фен козач. Жуо вот он потом жег вода. Жуо и сонар, сатмил он армии диз фило дигилерис чижет амичка это. Чина пей служит сатер. Чи бубари, а вахтоды пудиса служит. Училада армии герековатер. Там со временем взят союз служит. Хузино контрактник лицо дал зурбус. Он отцу армана. Со харада. Хиниши затончилич. Я чпит айолрич за зегу, он угинула. Чидачо саполи домой. Ян палаткая. А что пилось те палатки рабочие, действительно условия рабочие. Палатки арианватери. Автомат хич. Кацеп пизкит они хлеватери. Делигник патрон. И физку судала, подушка диктозатер автомат. И цик датчиковать. Хамиша постоянно хлеват. Чиничка я те безо. Метримо койдават пошовше. И со СССР до границы там пару кимшаги. Пакистан границ сталось. Четивлерного, действительно, стефибрис, пизов четивлерка. Продукт йод, бурак абурьяна, куярьяна, куйрак, затыр. Продуктор СССР, завахтут, гизаватер, военный продуктор, потому что четивловача садран. Я изятанова, что военный четивл. Продукт ПТХ. Рейдерис, фигуру, догларис, абузабрис, абрижезла, продукта недели род, он рожда, засада рацунула абрис. Абриги продукт гочервах чуда. Ахти чехи влянишан. Хата чи солдат, Миша стремится за тех. Амис. Кмекус холдис. Жвага жеда. Садарин чуругулах не зачер. Военный присяга была одна плох. Вал дах терва чер. Дюз служит не глаза. Так и служба ахтишея. А курла шадази бракай тимарич. Это курбури сяхтани гафарлу зихтилтарис акодолди. Учи молодежь здесь гзав говорит, кого служите. А зяхтана ой эти глар. Стремится же полный гольфиз армии. Полный нет чего инкоматы купить. Армии спит. Числата, актер Рикова служительского заборта хузоч. Князь Гиллари, он
стремлений. И его хочу говорить. Как вы оказались на службе в Афганистане? Предлагал Сазури служить матери. Призывать там встречи на заявление вчера, афганистанский глаз. Чувак частина Туркестанского военного округа заявление, а призывал как начал. Ахпа предла партии действительно матчу, а заявление Арчебур, колонны сопровождения голос, вери яра, а авиационная техника здесь главных площадей Афганистана. Что было самым страшным для вас в Афганистане? Диаве зауна штани, садбр, а их ты постаралачу, охраняться от техника. Ну, к чекам за Афганистана, к чего хейт содерс. Значит, что масса брит, к чекам же назад к чекам. Какие взаимоотношения были между солдатами армии в те годы? Ну вот они пила, ах ты дедовщина канал. А вот условия полчку тогда казарма я тиши, авади пол обертишь, палатка я. Ты тахтари кярна, но все равно уже ах ты дедовщина обочи. А я мир дать почти сопризывать попадать в забор. Физабр сопризив. А со временем сопризив хана уже пополнение дал, демобилизовать дала, а по ган пополнение, демобилизовать, чугак демобилизовать, что сопризив попадать к молодежи, анис. А мабор молодой пополнение учится. Гана дегилар, а по чукфей. За какие услуги вы получили ваши ордена? Услуги, заслуги. Это ордена, я там не получал эти ордена, я не воевал. А по Визлаги Талгана, как 10, 15, 20 лет службы, может, она за Гаир Миталарович. Что вы чувствовали, когда вы пересекли границу СССР и Афганистана? Правда говорят, первый Амакаита дюз за, наоборот, их шагнуло первый, массу кумат исхизвало. Ну, а страх ахпа, ефери за позачкарал, техника госсопровождения дала, сатимил плакчеволова, перевала артеш, талар, тирагар, а степь пересекать хилахи, или рехинки за исонарио. Термез да пичу, она ахтис чувствую кого-то. А по первый еферис, а позрачкаров смехал. Ты страхова. Момент на ваших глазах было? Ах ты, Сашени, ну, обор погибший. Потеряли вы товарища? Зива, за товарища потерять на тоже. А оборни когда самолет, вертолет раскизат, обожи. Груз 200. Груз 200 кизат. Амгати, госпиталь бачи поток, а госпиталь есть амкана анрас кизат. Чина действительно охраняться от пол, я и зази товарища амкана окончик. А вот когда вот груз 200 вы видели, да? Закрытый, образ закрытый. Ну, да. Погибли в Украине, что ринуло на нападение на караван, был тому нападение. Какой-то страх появлялся или какая-то обида, что я в этой стране делаю? Ну, а фикер зачем? Что советские солдаты никогда хакала под фикером на ту стороне, какой, что и не заучи зла. И стороне советские солдаты заучи служить салона, учи зла, там присяга был за ты. Обязан служить. Какие навыки вам пригодились на службе? Навыки, наоборот, загально хочу. Гизо акуна, действительно, Афганистан акуна, чи армия акуна, служба акуна, инсанар акуна гизо по харджули день. Примерно акуна ханал узбекарку, таджикарку, туркменарку. Украина из этого Давидова хохола глаза, урусар глаза.
Hadi soğudık kızım, şatsı kıyıva. Güzel. Müşahit kaçına kulakla. İnsoğudık kız, zahtı, vakti, tanışkanım ki. Müşahit kaçına. Hadi üçü za, üçü, muton dikati, hamani sayke amani. Hakti, nuslujit o ksoy armi. Andiz, havuz, ana fipoto, hakti şat. Andiz fil Афганистан спела Афганистан спиза да бурвате чего интернациональный долг выполнять. То есть квеко, то есть солдата да бурвате. И на ланге чего да зуде, агамачи, чихи, чана, телефон Афганистан чего да зуд. И вот чихи школу ктяно автомат хле класс читса его. Фен до глаза тянус. Сопутбосо курса, дополнительно подготовка, ну, тухузаты хамус. Хамахти чази история, козу, ктабран, чнекелзу, хаган чази видеоролика назу. Хити чити ситуация чижилар ватсаду. Душманар ход поддагла, бос хина яна да хина колокза чизачи. Действительно, амбос хайна кедоро Америка кмекуза. Америка ди ходаза ход. Сетен ходаза. Сетен ходаза. Сетен соцдо ходаза. 65% изят Афганистан ди талиб реглеу. Талибар душмана не. Хабус кмек то Америка ди маса ди зава хукуматри кмек was чис солдат. Хабус солдат Иван их награда за. Анки четивлева. Хилти четивлер канатан чис солдат Ханс Фейло. Шпиль ганва присяга безопутна. И на пейду чисо района вишли водкаски. И сельцы района Сульмастайский района. Абрака на подводка водкаски телефона. Шпиль джельча на хатулик там. Синкул гроб остан. Все равно хтанха и шамиш за Эмиль Девидани ага херия кама фикер контужный кама ихтикулахас клин не бархана. Зяг лавадит, ама ла исанвич переда чешкос предки перкосити фертер сам и воспитательный подход. Хельмет экзочти кулаха ела. Президент Роберт Лахал через хабар очень диабет видела страшнейший. Диабет садан такурала. И на лавацус чевеликий тысяча на канаду лавацус как отцу Иисус. Не представьте, как это она через солдата Хамата. Но это на и приказа каталось с 9 года, амсяточных царских шабли свали, жукали чуди салатадно. Но садранчно регелал удача, чехана чпит национальный долг выполнять свои телевки и сонар. Обычно амишки год. Но армии начинает служить, заслужит по Иисусу Кадилу. Но армии их тишимам действительно само урок мужества хизя, она действительно несет мечи, сам печи сзади, она амис фенахтала хада, амис федини, амис дефект совсем разные создаки. Сятан я хадир, анкала кес видес чувствовал кес, анкуспа, там человек хозяйки, бесед пама, шушадичи, там человек час ключ но все ночь ночи истории садрами регулярно будут. Хачи хи солдат хин слушают, там не слушают. Чего или их каждого чпит, где бар домахта, хайдат слушать не задел. Я звучи солдаты до установи Кавказа холоде, харибочка служит там все равно только к сомпатах служит там колор зачем. А потом какие-то нельзя там аладеюдами любочка до холдинг и Кавказ холдинг кмеку за несанрис. Сиск когда на вишни топить масло кмеку. Ахти авай. Зубар кервай санали. Хакана джигиларис первым долгом кне стремится к армии хактиши. Садарни чуруп тахт фикеримира. И взять физа политика ди. Чихо деветуну и Чечняку, Дагустоку, и на Халтунотаку. И вели Америка диза.